Всем привет, и друзья! Один дома сижу сегодня. Маша поехала на техническую станцию обслуживания, автомобиль отвезла в соседнее село, там поменять колодки, поменять подшипник шумел и там подклинник что-то треснул. Его тоже заказали и вроде бы пришел, поменять надо. Вот. И что у меня, знаете, сейчас у нас, действительно наступила осень. Дожди, холодно. Утром, наверное, сегодня было градусов 10, не больше. Даже, может быть, даже и меньше. Очень холодно. Растопили сегодня 2 печки аж, потому что давно не топили, и в доме такая сырость и прохлада от нетопленной печки. Печку растопили, аж приятно стало. Вообще, тепло стало. Вот. Настоящая, осень еще по календарю не наступила, а осенняя погода уже еще присутствует. Дожди, тучи, такой висят, прям тяжелые тучи. Вот. У меня, знаете, друзья, осталось видео не загружено, не успел я загрузить. Она была снята еще в жару. Как Маша убирала чеснок и как Маша убирала лук. Вернее, она сама снимала, я просто не успел смонтировать это и выложить. Вот. Ну и предлагаю вам посмотреть это видео. Вот, после моего монолога, так сказать, посмотрите, какой урожай лука у нас получился, какой урожай чеснока. Вот так. А я буду пить чай. У меня налит чай, друзья, вон в стакане. И такая булочка. Смотрите, какая булочка. Шикарная прям булочка вот эта. Это булочка со сметаной. Это пекутся в местной пекарне. В нашей местной пекарне совхозовской. Я вообще обожаю. На каждое утро булочка, если Маша там не печет пироги, и свои пирожки там, и шанги, всегда есть, выручает вот эта совхозовская булочка. Так что я буду пить чай, а вам приятного просмотра. На термометре показывает 29 градусов в тени. Жара у нас стоит. В тени, если 29, то у нас где-то 40 градусов на солнце. Сухая, безветренная, жаркая погода. Днем невозможно ничего делать, конечно. Все страдают, люди, которые привыкшие уже к холоду у нас, эта погода нам слишком жаркая. Но 20 градусов, все говорят, 20 градусов это самая нормальная погода. А вот у нас 40 градусов, это получается жара. Для нас невыносимая жара. Я выхожу убирать лук и чеснок. Георгин, кусты так и у меня не поправились. Они как легли после сильного ветра, ливня. Так и с наклоном. Цветы цветут. Цветы распускаются, георгины. Такие крупные видно, что есть и такой мелкий. Крупные, мелкие. Бутонов очень много. Не знаю, успеют, нет, все расцвести, так как еще эта неделя у нас погода хорошая будет. А потом сказали, прохладно и северный ветер. У нас кошка, барсик, нос закрывает уже. Сейчас спит, когда прям лапами закрывает. Значит, похолодает. Значит, было 6 капуст у меня посадила, а осталось только 2. Одна и вторая. 2 капусты. Бархатцы цветут. Бархатцы цветут. Так, здесь у меня, значит, этот куст кабачок, один куст, а это потом идет тыква.
Вон тыква. Комочки есть. Плод есть. Вон вторая видна. Вот. Успеет нет вырасти, если похолодает резко. Помидоры уже показывала. Красные помидоры. Вон опять показываю здесь. Красненькие помидорчики. Надо опять собрать эти помидоры. Ну, вон сколько еще висят. Вон мелкие. Балконное чудо. На огороде у меня тоже чудо. Сколько помидорчиков. Вот. Зелененькие помидоры еще много. Вон красненькие. Так что пусть растут. Так, огурцы. Огурцы растут. Я уже сегодня собирала уже. И буду засаливать, консервировать, закручивать в банки. Вот. Только чтобы успели вырасти. Здесь еще много вон маленьких огурчиков. Очень много еще вон. Хотя у меня это все поздно выросло, конечно. Сколько раз, много раз сажала. Эти проволочники меня замучали. Вот. А так вон погода в августе у нас какая теплая сейчас стоит. Вроде как начали, растут. Здесь такая жара у нас в теплице. Духота. С утра сегодня уже поливала. Ну и сегодня вот буду лук убирать. У меня лук лежит. Вон. Зелень соберу и в морозильник поставлю. Вон кабачки видны. Уже несколько кабачков уже нарвала уже это в прошлый раз. Но здесь еще вон видны кабачки. Вот. Урожай есть. Да. Так что еще маленьких очень много смотрю. Только чтобы вот успели вырасти. Угу. Ну вот. А теперь начну убирать лук. Морковка, свекла тоже. Ботва очень полезная. Салатом тоже иногда вот делаю. И Сережа, конечно, ничего. Это не ест, конечно, эти салаты. Но вот мне очень нравится зеленый салат. Заправляю потом с маслом растительным. Вот. И употребляю. Очень полезно даже. Ну, здесь у нас кукуруза. Кукуруза, вон какая в этом году у нас длинная в рост выросла. Початки есть. Вот. Кукуруза, наверное, надеюсь, созреет. Успеет созреть. Вон лук.
Лук вроде как не мелкий. Вырос лук. Ну, такого среднего размера. В прошлом году я лук сажала, но у меня почему-то не вырос. Все не вышло, все сгнило, наверное. Ну, чем я поливала только водичкой и все. Больше ничем не поливала. Которые говорили, что зелень пожелтела. Они поливали потом солью и как бы восстанавливался обратно. У меня вроде бы с этим все хорошо было. Не пожелтело, ну просто вот сейчас уже время уже лук убирать. И все, вся зелень легла на землю, или как это сказать. Вот такой лук. Дальше буду также убирать. Вон, средненький, крупненький. Это, можно сказать, уже не мелкий. Хороший лук вырос. Ну, я сказала, что из-за сорта зависит. Вот не помню, какой сорт. А то бы сказала. Вот, и поздно, очень поздно убрала. И вон, половина грядки у меня здесь лежит. Все сгнило. Потому что в начале августа этот лук должны так-то, по идее, убирать. А я уже припозднилась. И у меня вон сколько гнилых, червивых осталось на земле. Вот. Но я довольна, что лук в этом году у меня вон какой хороший. Вот так завязываю. И вешаю это все вот так в предбаннике. Завязываю и вешаю в предбанник. У меня это все в предбаннике потом так висит и сушится месяц, до сентября месяца. Ну, в общем, вот таким способом я сушу чеснок. Я закончила, развесила вот сюда. У меня здесь 1, 2, 3, 4, 6 пучков получилось. Вот. Чеснок в этом году у меня не крупный, такой средненький, не такой крупный. Вот. Ну, я здесь, получается, сушится у меня здесь чеснок. Здесь, ну и заморозки тоже не страшны, если заморозки будут. Вот. Лук не мелкий, как я сказала, средненький такой. Вот. Вот
закончил я пить чай, половину булочку, так сказать, тоже скушал с чаем. А вы, надеюсь, посмотрели это видео, какой у нас урожай. Ну вот такой, средненький. Я бы не сказал, что большой. Чеснок маленький, ну не маленький, а мелковат по сравнению с другими годами. Мелковат, конечно. Ну и лук, там очень много попортилось, лука на огороде осталось. Ну, Маша тоже припозднилась, ну, ее тоже понять можно и там, и щам, и везде она, и надо успеть везде, и чуть-чуть немножко припозднилась с луком, да, ничего страшного. На первое время этого лука хватит, а потом уже будем, конечно же, покупать. Что уж потом. Прошлый год-то весь лук сгнил, не вырос, и кушали покупной лук, также и кушали. Что потом. Вот так. Ну вот и все. Вот такая уборка лука и чеснока. Все показал. И, как говорится, до свидания, до новых рассветов. Всем пока и до новых встреч на нашем канале. Всем пока.